Казани, 17 лет, город Пицунда, Республика Абхазия. В Абхазии объявили, что я участница нового сезона, там, ну, чтобы, допустим, там поддерживали как-то. И, ну, конечно, не все, но там есть некоторые люди, которые меня захейтили вот реально за то, что на фотографии у меня, ну, я там в рваных джинсах. Еще когда шла подготовка к первому туру, Николь столкнулась с преследованием в соцсетях. Писали там, что, ну, стыд, типа, я семью опозорила из-за того, что у меня там вот джинсы там и футбол, ну, майка вот такая вот была. Такой человек не может представлять Абхазию. Мне и смерти пожелали, и чего только мне там не сказали. Но ничего, не обращаем внимания, живем. Перед первым выходом на суперсцену Николь очень волновалась, но смогла справиться с эмоциями и взять себя в руки. Я думала, блин, сейчас не пройду, все, у меня же здесь сердце остановится. И вот, как-то, когда я зашла за кулисы, я думаю, блин, а чё, живем один раз, я хочу себя показать. И даже если я не пройду, я хочу, чтобы меня запомнили. Драмы больше нет. Никакой драмы и 4 судейских голоса за нее. Это был твой ответ твоей маме. Я думаю, что ей должно быть стыдно за ее поведение. И ты молодец, что ты так выступила. Я не думаю, что ей стыдно. Ей вообще, мне кажется, без разницы. Но это моя мать, я ей благодарна за то, что она меня родила, но у меня нет никакого вот чувства вот любви или уважения. Для меня она просто бессовестный человек. Николь не может ее простить, уверена. Просто она не заслуживает прощения. Когда мне было года 4 месяца, мама отказалась от меня, биологическая. А папа еще до моего рождения попал в места лишения свободы. С тех пор я живу у бабушки своей. И воспитывает меня она, и мама ее называю. Биологическая мать живет недалеко. У нее новый муж, дети. А Николь просто неудачный черновик семьи, которая все равно распалась. Папа живет в России и работает, не сидит. Его выпустили, когда мне было, по-моему, 5 лет. Он как бы хороший, но для меня больше папа — это мой дядя. Во-первых, хочу поздравить тебя с выходом в финал. Это огромное достижение, особенно для такой молодой девушки, как ты. Спасибо. Скажи, пожалуйста, какие эмоции испытывает человек, который проходит финал в таком огромном и популярном шоу? Ну, радостно, естественно. Ну, для меня в особенности они такие вот радостные, потому что я с детства пыталась попасть на этот проект. И для вот той маленькой девочки это Ну, вот маленькая девочка внутри тебя прям радость. восторжествовала. Ура! Очень гордиться. А как зрители тебя восприняли? Как жюри тебя восприняло вот за кулисами? Понятно, там на экране не все могут показать, а вот твои ощущения, твои эмоции и эмоции зрителей, которые находились в зале, каково это испытывать, вот этот вот наплыв в волны, получается? Ну, я им всем очень нравилась. В особенности Стасу Ярушину, как все поняли уже. Диана Арбенина подошла ко мне во время перерыва съемок, да, между съемками. Она пришла лично ко мне за кулисы, и она захотела со мной поговорить. Она мне там объясняла многое, советы давала, поддерживала меня. Она дала мне огромную поддержку, дала мне дельные советы. Песня Pink Try, которую ты пела, это довольно-таки... Во-первых, это моя любимая песня. Я обожаю певицу Pink. И у нее, в принципе, все песни тяжелые, но, на мой взгляд, песня Try одна из самых сложных. Почему ты выбрала такую сложную песню? Ну, она мне очень понравилась. Не страшно было? Нет. Подготовка как проходила? Я представляю, как Каждый это день. было.
Ну, я бы не сказала, что прям очень сложно было, потому что у нас очень хорошие педагоги были. Но занятия были каждый день, без выходных вообще, да, мы уставали очень. Бывало даже такое, что я находилась в штабе с 12 до 9 вечера, и такое бывало несколько раз. Песня «Try», она не только сложная, получается, но в ней очень много сильного и... Нет, по-другому. Песня «Try» не только сложная, но в ней еще и смысла очень много. Ты обращала внимание на смысл? Может, ты хотела что-то донести до зрителя? Или это потому что твоя любимая песня? Тебе нравится в вокальном смысле? Как ты именно... Ну, она мне нравится во всех смыслах. И ко мне приходил тайным сюрпризом приходил Слава Макаров. То есть я не знала об этом, что он придет. И мы с ним должны были вместе тоже передать. И вот она Ну, у вас это получилась. получилось. Да. Песня вышла абсолютно шикарно. Мне это очень понравилось. Сама я так не смогла передать. А когда пришел он, и мы спели вместе, мы еще больше смогли передать все это зрителям. Sometimes I think that it's better to never ask why. Yeah. Where there is desire, there's gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. So gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Ooh, yeah. Ever worry that it might be ruined? And doesn't make you wanna cry. It doesn't make you wanna cry. When you're ever doing what you're doing, are you just getting by? Tell me, are you just getting by? Where there is desire, there's gonna be a flame. Where there is a flame, someone's house will get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. So gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Ooh, yeah. So gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try. О, это было классно. Вячеслав Макаров, Николь Жергения. Ваши аплодисменты. Аплодисменты, Николь! Крутому все понравилось, он сидит в зеленом кресле. Браво! Ты вот сказала момент о том, что Диана Арбенина к тебе подходила. Какой она совет тебе дала? Я могу сказать. Был момент, что я на сцене немного себя как-то... Сначала я прям вот дала жару, и потом Сдулась? потухла, да. И она пришла ко мне и сказала, никого не колышет. Что с тобой там происходит? Ты артист. А она такая немного, можно сказать, ну, прямолинейная, так скажу. Не боится обидеть, но это правильно. Она сказала мне прямо, я не боюсь обидеть, но я это говорю для тебя же. И
никого не касается, что с тобой происходит, потому что ты артист, и ты должна стоять. И она мне сказала, я 32 года, вроде она сказала, стою на сцене, и за эти 32 года я пережила и смерть близких перед выходом на сцену. Мне звонили, говорили, что кто-то умер, или кто-то болеет, кто-то попал в аварию, но никого не касается, что у тебя происходит, потому что ты артист, ты должна выйти и отдать свое зрителям и уйти уже там у себя, сама с собой делай там, разбирайся. А на сцене что-то произошло? Я испугалась, потому что я стояла на высоте. У меня номер был такой, поставили его. Я стояла на такой платформе железной, и она была с досками. То есть доски были, ну, как бы все крепко было, но она тряслась, потому что танцоры полезли на нее и начали танцевать. Я, соответственно, я пою, при этом я очень боюсь высоты, у меня сразу начинает болеть шея. И я не знаю, надо было отказаться, но я не могла, к сожалению, этого сделать, было поздно. И я испугалась, и когда начало меня так трясти, я пою, то есть я, если сейчас за перила схвачусь, это будет странно. Ну, как бы здесь сбор можно... В голове? Да, и я как-то, я боюсь, сейчас я затуплю, сейчас я что-то не то сделаю. Ну, ты испугалась именно вот это вот. Я испугалась того, что я сейчас упаду с нее. И будет фееричный номер. How do you fall in love? How do you hit ya? How do we fall apart? Faster than a helping trigger. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say. Won't break, it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands will be make me sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the bass start to shiver. One last break till the tears start to river. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Tales of an endless heart. Cast this before was willing. Can't change the way we are. One kiss away from killing. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say. Какой-то энергетики чуть-чуть не хватает, да? Есть такая? Но она маленькая. So shut your mouth and run me like a river. No, no, no. Shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands will be make me sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the bass start to shiver. One last break till the tears start to river. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Расскажи, как вообще музыка вошла в твою жизнь? Как ты начала заниматься пением? Я шла по улице, впереди меня шла директриса музыкальной школы, и я пела, она услышала, потом пришла к моей бабушке и сказала, вот так девочку нужно отдавать. Меня отдали, и с тех пор я занимаюсь вокалом. То есть, получается, на улице тебя услышали? Да, на улице. Еще сколько тебе лет было?
Ну, лет 6-5, я точно не помню, но я еще в школу тогда не ходила, должна была пойти в То есть школу. перед школой. Да. Интересно. Я и в школу, и, да, и в музыкальную школу, и в обычную одновременно. Ну, скажем так, музыка сама тебя нашла. Да. Кто твой главный музыкальный кумир? Есть такой? Да, есть Полина Гагарина. А песни любимые ее? Там больше нет. А песни, которые ты первый спел, Да. да? Мгм. Каково это было еще маленькой девочкой, мечтая выйти на сцену, именно в этот проект, и спеть свою самую любимую песню? Ну, я вообще пела ее не из-за того, что это моя любимая песня. Она не только моя любимая песня, но и любимая песня моей бабушки. И я пела с детства абсолютно везде, действительно, на свадьбах, на днях рождениях эту песню. И я решила, что я буду петь эту песню, я посвящу ее бабушке и дедушке тоже, чтобы порадовать ее, так сказать. Дышать тобой до боли, до хрипоты, дыханием одним не могу согреться, и догорают сами собой мосты. Что-то больно ранило прямо в сердце, ушли за горизонт наши корабли. Я подниму над головой белый флаг, просто знай, что тебе я не враг. Драмы больше нет, нет больше драмы. Время на душе лечит раны. Драмы больше нет, нету обид. Больше не болит, больше не болит, больше не болит. Мы побежим опять по следам своим, шагами рассекая прохладный ветер. Напополам не разделить целый мир. Ты знаешь, что мы оба с тобой в ответе. Ушли за горизонт наши корабли, остались в сердце только кусочки льда. Но ты знай, я с тобой навсегда. Драмы больше нет, нет больше драмы. Время на душе лечит раны. Драмы больше нет, нет больше драмы. Время на душе лечит раны. Драмы больше нет, нету обид. Больше не болит, больше не болит, больше не болит, не болит. У тебя на проекте были свои наставники. А до попадания на проект, кто был твоим преподавателем и как вы с ней работали? Какую роль она в твоей жизни музыкальной приняла? Да, Шираяна Ида Артемовна — это мой самый лучший педагог. Она самый лучший педагог в Абхазии. Она очень хороший педагог. Она не только педагог, она как мама всем своим ученикам. Она умеет поддержать, прям, я не знаю даже, как это сейчас объяснить правильно. Это забота, поддержка. Да, она как мама. Вот как мама, вот нам всем она реально как мама. Она нас всех очень любит, и мы все ее очень любим. Она занимается очень хорошо.
И она меня всему научила, так скажу. То, что я занималась до этого ни о чем, и когда я пришла к ней, я многое взяла. И впереди нас ждет еще. Шоу объединяет всех талантливых людей, которые там находятся, в принципе. Много ли друзей у тебя появилось? Очень много. Плюс 50. Ох, вы все поддерживаете? 49, точнее, да. Да, мы по сей день все общаемся. Да, там были, конечно, маленькие дети, с которыми мы сейчас связь не поддерживаем, но все мои ровесники, там в основном все были мои ровесники. Все хорошо дружим, и во время проекта мы жили вместе все. Мы стали как одна большая семья. А есть участники, которые тебя больше всего удивили, скажем так? Или больше всех понравились в вокальном плане? Да, есть. Можешь сказать, кто? Диана Соболина. Для меня она была самой сильной. Ну, ты наверняка туда пошла выигрывать? Нет. Просто участвовать? Я пошла, чтобы показать себя. Я изначально шла, я сказала, даже если я не пройду, я хочу, чтобы меня просто запомнили. Я должна себя показать очень хорошо. Я не гналась за победой вообще. Это похвально. Какую главную цель ставишь перед собой? Это, ты уже сказала, чтобы тебя узнали, чтобы тебя видели. Но есть ли у тебя еще какая-нибудь цель? Где-нибудь там, в глубине, в закромах? Но я хочу еще пробиваться на большую сцену, естественно. Мне хочется вырваться в шоу-бизнес российский, так скажем. Хочу такой вопрос задать. У нас в культуре очень много абхазской музыки, и абхазская культура у нас огромная. Планируешь ли ты как-нибудь показать именно абхазскую культуру на сцене? Да, хотелось бы. Я бы хотела свою абхазскую песню. У тебя есть абхазская? У меня нет ее, но я бы хотела, чтобы она у меня была. Продюсеры, которые у нас пишут абхазские песни, обратите внимание на молодую девушку. Срочно нужна музыка, слова. Тут у нас есть ребята. Соберем, поможем. Что бы вы хотели пожелать всем, кто сейчас стремится пойти на конкурсы? Не сдаваться. Просто если не получается, вот я сколько раз пробовала с 10 лет. Сейчас мне 17, вот подумайте, сколько. Вот я просто в один момент сдалась, а потом в моей жизни появилась Ида Артемовна, и снова как бы... Сколько так было? Ну вот Каждый год? не каждый год, но кастинг я проходила 2 раза. Первый раз не получилось, к сожалению, а вот второй раз я прошла. Но второй раз получилось так, что я не подавала заявку, а мне уже они сами позвонили. Пожелаю удачи ребятам, которые... Я знаю, что в Абхазии есть еще ребята, которые хотят, которые пытались. И я очень хочу, чтобы у них это получилось. Я хочу, чтобы они добились этого. Может, хочешь кому-то передать привет с экранов? Да, хочу передать привет Сабине Ищановой, Веронике Богдановой. Это мои любимые девочки, и Кире Матвеевой. В конце я единственное, что могу, наверное, сказать, в том, что вся наша команда, вся съемочная группа и, в принципе, вся Абхазия тебя поддерживает и желает тебе успехов в будущем. И этот проект, это, надеемся, что будет твоим дополнительным трамплином в твое будущее. Спасибо большое. Спасибо.